Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать в нашем мультимедийном пресс-центре. И сегодня наша пресс-конференция посвящена Международному дню лиц с инвалидностью, который отмечается ежегодно 3 декабря. Наши участники расскажут о поправках в закон Кыргызской Республики о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые были разработаны при содействии проекта ПРООН и МИД Финляндии расширения доступа к правосудию в Кыргызской Республике, а также об иных аспектах работы проекта. И сегодня у нас в гостях Дастан Далайбаевич Бекешев, депутат Джугурку Кенеша Кыргызской Республики. Чолпона Саналиевна Мамбетаипова, начальник управления по развитию социальных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья и пожилым гражданам Министерства труда и социального развития. Елена Анатольевна Бочарникова, директор социального центра для инвалидов и пожилых людей «Равные возможности». Джумабай Душиналиевич Исмаилов, директор Республиканской специализированной библиотеки Кыргызского общества слепых и глухих. Акпар Нуркулович Миндебаиров, преподаватель социального центра «Равные возможности». И первое слово предоставляется Дастану Далайбаевичу. Добрый день, уважаемые журналисты. Большое спасибо, что принимаете участие. Тема не особо популярная, это не драки в парламенте, но тема очень важная. И жалко, конечно, что многие журналисты не принимают участие в этом мероприятии, но хотелось бы рассказать вам о законе, который уже скоро вступит, он вступил в силу, но окончательно совсем уже должен вступить 14 января 2018 года. Закон этот инициировал я. Большое спасибо по проекту ПРООН, который с помощью экспертов они разработали, все написали очень грамотно. Огромное вам тоже спасибо за то, что вы помогаете, вносите свой вклад в развитие, в защиту прав лиц с инвалидностью. Суть этого закона, на самом деле, там есть несколько пунктов, и хотелось бы подробно остановиться на этих пунктах. Первый пункт, самый главный, это то, что касается наших граждан, которые имеют проблемы со слухом. К большому сожалению, сегодня, когда они идут в суд, когда они идут в нотариус, они не могут самостоятельно общаться, им приходится прибегать к сурдопереводчикам. И таких сурдопереводчиков у нас немного, потому что деньги практически никто за это не платит, платят лишь общественные организации, некоммерческие организации, но государство само пока не оплачивает их труд. Поэтому мало кто идет учиться на эту профессию, и мало кому это интересно. С такими трудностями сталкиваются они, собственно, поэтому был написан закон. Мы прописываем, кто такие сурдопереводчики, в каких случаях государство должно оплачивать работу сурдопереводчиков. Мы указываем там учреждения образования, суды, следственные, когда действия производятся в нотариусах, либо когда неслышащий человек хочет получить образование. В таких случаях государство обязано оплачивать. Более того, мы в закон прописали еще такую интересную вещь, что подготавливать сурдопереводчиков должно само государство. Это относится к части Министерства образования. Мы также прописали, что они должны подготавливать и сурдопедагогов. Я хотел бы отметить, что сурдопереводчик и сурдопедагог – это совсем разные вещи. Сурдопедагог – это который обучает неслышащих детей вообще языку жестов, обучает навыкам. А сурдопереводчик – это тот, кто помогает общаться со слышащими людьми, этим людям. Также государство ежегодно должно вносить уже в республиканский бюджет расходы на подготовку дефектологов, логопедов. Эта часть, я хочу сказать, очень сейчас востребована. Сейчас очень много частных логопедов, и хороших специалистов очень мало. Почему? Потому что 25 лет за свою независимость мы практически не вкладывали в эту отрасль, никто не шел, все хотели работать в таможне, в налоговой, все хотели сдирать у кого-то деньги, но никто не хотел заниматься конкретно такими проблемами. Сейчас пришло время, видимо, что мы уже должны этим заниматься. Дальше. Второе, самое еще главное в этом законе, относительно факсимильной подписи. Факсимильная подпись, она приравнивается к обычной подписи.
ну, которые ставят люди. Для кого это нужно? Это нужно лицам с инвалидностью, у кого есть проблемы со зрением, опять же, либо есть у кого проблемы с верхними конечностями, ну, допустим, рук нет, да, вот для них как они могут подпись поставить? И у нас ситуация такая сложилась, когда человек идет, допустим, в нотариус, хочет продать свой дом, он не имеет права сам самостоятельно расписываться, и ему говорят, ну, слушай, ты как можешь расписаться там, зовут рукоприкладчика, рукоприкладчик это может обычный человек, любой со стороны совсем могут вот левого человека позвать, давай ты это подпиши. В банках человек не может получать, открывать счета, он не может осуществлять банковские операции, в бухгалтерских документах не может подписываться. И вот, чтобы это как-то урегулировать, нам пришлось приравнять факсимильную подпись с обычной подписью. Теперь юридически это равнозначные подписи, и человек может даже участвовать вот в этих всех бухгалтерских, банковских и иных сделках. Если есть, допустим, какие-то сейчас с этим проблемы, то Министерство юстиции вот должно внести сейчас изменения в постановление о совершении нотариальных сделок. То есть там четко они должны это тоже прописать. Еще несколько вот таких пунктов, которые никто не замечает, но о которых тоже хотелось бы сказать. Этот закон обязывает государство, государственные органы и органы местного самоуправления, если у них есть интернет-сайты, адаптировать их для лиц с инвалидностью. Об этой проблеме у нас практически нигде никак не говорится, но вы же видите, что с каждым годом мы все больше и больше погружаемся вот в мир интернета, да? И особенно здесь важна доступность интернет-сайтов государственных органов, потому что оттуда мы получаем актуальную информацию, да? И многие, если вот так взять интернет-сайты, они недоступны для незрячих, для слабовидящих недоступны. Поэтому уже стандарты доступности интернет-сайтов, они написаны, в мире везде используются, только у нас пока как бы никто об этой проблеме не говорит, и, соответственно, об этой проблеме, к сожалению, все забывают. Вот хотелось бы, чтобы у нас вот Государственный комитет по информационным технологиям, он все-таки занялся этой проблемой. И последнее еще, что я хотел сказать, вот в этом законе уже, который вступает в силу, есть еще одна интересная очень деталь. Это касается Министерства образования и касается лиц с инвалидностью по зрению. В дошкольных образовательных организациях детей, имеющих проблемы со зрением, должны обучать пантомимике и мимике. Я объясню, что это такое. Пантомимика и мимика – это когда человек может разговаривать на языке тела. Ну вот, допустим, да, кто-то вот, вы можете друг другу взглядом показать там привет там, или руками поднять, да? Вы можете объяснить, стоит, я сейчас подойду, или там иди сюда ко мне, да, допустим. Вы можете это показать. Незрячие люди, к большому сожалению, не могут этого делать. Их просто этому никто не обучает и не учит. Во всех странах мира это делают, у нас пока это не делают и считается это не проблема. Это на самом деле большая проблема. И в том числе даже иногда на уровне коммуникации замечаю я у себя эту проблему. Если вы, допустим, увидите, я вот один раз приводил пример депутатам своим, я здесь тоже хочу элементарно такой пример привести. Если вы увидите на похоронах, что незрячий человек улыбается, это не значит, что ему хорошо, и он получает от этого удовольствие. Нет, это просто у него он даже не может следить за своей мимикой. И вот, к большому сожалению, у нас вот таким вещам не обучают. И вот хотелось бы, чтобы вот эта методика пантомимики, мимики была тоже разработана, и в дошкольных организациях специально с такими детьми уже проводили определенные занятия. Эми урматтуу туугандар, мен урматтуу журналисттер, мен кичине кыргызча айта кетсем, ошол маанисине мыйзам боюнча бул мыйзам негизи 14 январдан баштап күчүнө кириш керек, толук. Бул мыйзам ичинде мындай пункттар бар. Биринчиден биз сурдо котормочулардын статусту жаздык, алар эмне кылып алышат, дагы бир нерсени жаздык. Бул жерде мамлекеттен алар атайын сурда услугаларды кылгандан кийин алар акчаны алыш керек да. И кайсы учурда кулак укпаган киши ошол сурда котормочуну ала алат. Ошону биз дагы так жазып койдук. Мисалы ошол эле билим берүү системада окуса, ошол жерде сурда котормо болуш керек.
же мисалы саламаттык сактоо учрежденияларга барганда ошол жерде атайын сурда котормочуну алса болот деп ушундай жаздык да. Сотто, нотариуста же мисалы иш козголсо ушул учурда кулак укпаган киши ал ушундай сурда котормочу менен барса болот да. Ал ошол сурда котормочунун услугаларды мамлекет өзү каржыланыш керек. Экинчиден болсо, биз атайын көзү көргөндөрдүн проблемаларды карадык. Бул жерде бир проблема, чоң проблема бар. Азыр мурда мындай болгондо, көзү көрбөгөн киши банкка барса, акчаны же ала албайт, же банктык ушундай счетту ача албайт. Ушундай көп проблема болгон. Чынында биз проблеманы азыр чечтик. Биз атайын факсимильный кол коюу боюнча ошону мыйзамдаштырдык. Азыр атайын факсимильный мындай подпись менен ушундай колду койсо болот. Биз ошол боюнча дагы жаздык. Үчүнчүдөн болсо, бул дагы мындай азыр мамлекет чындыгында проблеманы билбейт, бирок бул өтө актуалдуу проблема. Бир дагы бул интернет сайттар боюнча, билесиз, азыр бүт баары интернет менен колдонуп жүрүшөт. Бирок чындыгында ошол эле көз азиз адамдар же начар көргөн адамдар, алар ошол мамлекеттердин сайттарды ачканда чындыгында көп маалыматты ала алышпай жатышат да. Себеби булар кичине ыңгайсыз болуп атат да, интернет сайттар. Ошол боюнча мамлекет дагы жумуштарды бир топ кылыш керек. И акыркы проблема бул, мен айткандай, орусча айткандай, көз азиз балдар чындыгында көп нерсени мындай кыла алышпайт да. Мисалы, ошо жылмайып, кандай жылмайыш керек, же мисалы ошол эле кол менен кандай көрсөтүш керек, сен токтоп тур, мен азыр келем сага, ушундай атайын мимиканы, пантомимиканы билбейт да. Мен айтып атам, ушул проблеманы да чечиш керек. Атайын бала бакчаларда ушундай методика менен көз азиз балдарды окутуш керек деп ушундай биз жазып койдук мыйзамда. Бул мыйзам 14 январдан баштап күчүнө кирет, бирок мен ойлойм өкмөт дагы бул Министерство соцзащиты карабай эле башка министерстволорго дагы тапшырманы бериш керек да. Бул өтө көйгөйлүү чоң проблемалар. Суроолор болсо мен жооп берем. Чоң рахмат. Спасибо большое, Дастан Далабаевич. И следующее слово предоставляется Чолпону Саналиевне. Разрешите поприветствовать сегодняшних участников пресс-конференции и выразить, наверное, большую благодарность, прежде всего, Дастан Далабаевич, вам за те усилия, которые вы прилагаете для того, чтобы улучшить положение лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих все-таки нарушения со зрением, со слухом. Именно благодаря, наверное, вашему неустанному труду мы сегодня вплотную занимаемся данным законом, его реализацией, разработкой положения. И я еще хотела бы выразить большую благодарность, наверное, проекту ПРООН по расширению доступа к правосудию, потому что благодаря стараниям экспертов этого направления мы с ними работаем последние несколько лет очень плотно и изучили огромное количество нормативно-правовых актов, чтобы увидеть, где у нас есть пробелы, где есть недочеты, а где есть просто моменты, на которые мы не обратили внимания в свое время. И вот то, что сегодня говорит Дастан Далабаевич, я, наверное, двумя руками поддерживаю, потому что это актуально, особенно для каждого человека, который имеет эти проблемы. И если, как говорится, мы здоровые этого не понимаем, то насколько же людям, которые испытывают трудности в повседневной жизни, тяжело в решении элементарных вопросов, которые обеспечивают его жизнедеятельность. И поэтому мы хотели бы сказать, что сотрудниками министерства в последнее время мы этим вопросом занимаемся плотно, наверное, потому что Дастан Далабаевич все-таки до нас достучался, он сумел нам посредством писем объяснить, что нужно обратить внимание. И
попытавшись провести первые вот такие заседания, рабочие встречи с людьми, которые специализируются в этом направлении, мы поняли, что на самом деле, оказывается, у нас нет людей, которые вот являются экспертами в этом направлении. Я очень благодарна, что здесь находится Елена Анатольевна. Она оказалась, наверное, одним из тех людей, которые владеют сегодня этой ситуацией. И мы сейчас рассчитываем вот за этот короткий промежуток времени все-таки разработать это положение, потому что мы сейчас, пока Достан Далабаевич не даст мне соврать, шло перепирательство между государственными структурами, пока мы искали, кто же должен за него отвечать, в чем заключается суть самого вопроса, ушло много времени. И сегодня, когда вот мы разложили по полкам, конечно, мы теперь понимаем, что здесь речь идет об оплате ставки сурдопереводчиков, здесь речь идет о предоставлении механизма этих услуг. То есть в любом случае Министерство труда должно быть флагманом, который это решает. Но то, что вы сейчас упомянули, Министерство образования, мы не отрицаем, потому что мы с их специалистами тоже разговаривали, они нам объяснили суть. Мы думаем, что вот в ближайшее время, буквально вот в эти дни мы еще одно заседание проведем, будем сидеть вплотную, работать и в конце концов дадим этот документ, который все-таки облегчит жизнь этих людей в части использования факсимильной печати, в части использования услуг сурдопереводчика. И мы вынуждены были посмотреть уже, наверное, опыт других стран. Я вот сейчас разговаривала с Достаном Далабаевичем, пока это обрывчатая информация. Но то, что Достан Далабаевич предлагает, это, да, наиболее оптимально, менее затратно, и, наверное, оно будет наиболее вот, востребовано. Мы сейчас просто его до мелочей разложим, посмотрим, как это будет на самом деле, и тогда мы сможем выдать тот продукт, которым мы будем руководствоваться, будут руководствоваться наши граждане в стране в своей повседневной жизни. Я тоже, в принципе, готова ответить на все вопросы. Единственное, я вот дополнительно хотела сказать, что мы обратились, например, к обществу, к Кыргызскому обществу слепых и глухих, с тем, чтобы они предоставили нам данные о количестве членов их общества. Потому что по нашим данным, это вот среди тех лиц, которые получают денежные компенсации, сегодня таких лиц числится более 11 тысяч. По данным общества, у них где-то ранее была цифра озвучена как в 10,5 тысяч, сейчас я не знаю. И вот чтобы это общество тоже не осталось в стороне, мы хотим их тоже привлечь как участников в разработке вот такой большой вот работы. И, как говорится, мы его не оставили, эту работу, мы очень, может быть, медленно идем, но мы обстоятельно подходим к этой работе, потому что понимаем, что нам нужно все-таки в январе выдать уже готовый продукт. Поэтому мы, наверное, Достан Далабаевич, еще к вам будем обращаться все-таки как человеку, который имеет большой опыт в этом направлении. Вы нам поможете, подскажете, как обойти, наверное, те подводные камни, на которые мы можем натолкнуться. Ну и даже, извините меня, может быть, найти вот это вот межведомственное взаимодействие, потому что иногда это тоже мешает для того, чтобы двигаться вперед. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Анатольевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Социальный центр «Равные возможности» был образован в 2014 году, и уже сейчас мы можем подвести небольшие итоги деятельности нашего соццентра. Как НПО, которое работает в области социальной защиты, лиц с инвалидностью, пожилых граждан, мы находимся на острие, на передовой, и мы можем видеть и обозначать проблемы, которые присутствуют и которые раньше обществом просто не замечались. Ну а мы знаем, что нет проблемы, если ее не видят, то и решать никто ничего не будет. Не будут приниматься никакие меры, не будут новые законы разрабатываться, не будут деньги выделяться на решение этих проблем. И чем дальше мы работаем, тем больше видно, что, конечно же, нужно сотрудничество между НПО, между гражданами, имеющими инвалидностью, между государственными учреждениями, министерствами соответствующими, Министерством труда, соцразвития, Министерством образования и так далее. Очень хорошо, что у нас сейчас это сотрудничество уже состоялось, оно выстроилось в определенной вертикали, и мы все друг друга начали слышать. И
вот только тогда можно решать определенные задачи все вместе, всем государством, со всех сторон, привлекая различных экспертов в различных областях для решения определенных задач. Очень много внимания в нашем социальном центре уделяется адаптивным технологиям. В рамках этих адаптивных технологий мы разработали обучающие курсы для граждан с проблемами зрения, слуха, опорно-двигательной системы, общих заболеваний. Вот сейчас мы уже можем сказать, что наши обучающие курсы за эти 4 года прошло 415 человек. Не все из них закончили. Есть проблемы, есть заболевания, есть личные какие-то проблемы, которые не позволяют людям закончить. Но они всегда могут чуть позже прийти и тот блок дослушать, который они не дослушали в какой-то момент. Мы выяснили, что нельзя общие курсы для всех, оказывается, давать. То есть вот есть курсы компьютерной грамотности у нас, например. Технологии различаются. Курсы компьютерной грамотности для ловс по зрению и курсы компьютерной грамотности ловс по слуху совершенно принципиально разные, потому что разные расстройства, потому что приходится методику применять при помощи озвучивающих программ или программ-увеличителей, или увеличителей луп реальных, которые есть у людей. Приходится приглашать сурдопереводчиков для того, чтобы граждане с расстройствами слуха могли понять, о чем идет речь. И у нас разработаны такие различные методики. Более того, мы обнаружили, что лучше преподаются эти курсы человеком, имеющим аналогичное расстройство. Допустим, для граждан с расстройствами слуха у нас преподаватель, который также имеет расстройство слуха. И еще сурдопереводчик сопровождает эти курсы. И только тогда можно говорить о высокой эффективности этих курсов и о том, что мы конечной цели достигаем. И адаптивность у нас в конце концов уже очень хорошая. Несколько курсов для ловс по зрению у нас ведет преподаватель, который также имеет расстройство зрения, потому что очень много возникает тонкостей, которые человек без этого недостатка, без этого расстройства просто не поймет и не увидит, и не заметит, что не смогли взять этот материал, не смогли выучить, не смогли в дальнейшем в жизни его использовать. Вот эта методика очень интересная, она сложилась не сразу, а через примерно год мы поняли, что, оказывается, нужно немного нам изменять свои методы работы. Ну и вот теперь уже очень успешно окончившие курсы наши слушатели, они гораздо лучше приспособлены к жизни, потому что мы учим их ходить с тростью, с белой тростью, мы учим пользоваться сенсорным телефоном, мы учим работать на персональном компьютере, на планшете, мы учим работать их с GPS-навигатором, который встроен в смартфоны, допустим, обычные. Для ребят с расстройствами слуха у нас пошли курсы компьютерного дизайна, оцифровки данных и сканирования данных. И это то, что они могут использовать в ближайшее время, в ближайшем будущем по выходе с наших курсов. По окончании курсов мы выдаем сертификаты, которые подтверждают успешное окончание этих наших обучающих адаптивных курсов. Кроме этого, наш социальный центр занимается помощью в разработке законодательных актов и подзаконных актов. Мы, так как близко сталкиваемся с проблемами и знаем о них, мы можем уже в качестве консультантов и экспертов работать с Министерством труда и соцразвития, как только что сказала Чулпона Саналиевна. Работаем вместе, потому что у нас опыт, у них власть законодательная. Они могут изменять что-то, какие-то вещи, принимать решения. А мы можем подсказать, в какую сторону нужно направлять эти усилия, которые у нас есть. Достаточно много наши юристы работали и в области разработки, анализа данных законодательных актов в области ратификации Конвенции прав инвалидов. Но эта работа еще не закончена, она будет еще и в следующем году идти. Там достаточно большой объем получается.
Совместно с международными организациями, и в частности совместно с ПРООН, в рамках проекта расширения доступа к правосудию мы занимались проблемами доступности различного вида, доступности информации, доступности среды и так далее. И в этом году мы выпустили 2 сборника по правовым вопросам и методическое пособие для тренеров по такому сборнику. Это всего 88 томов в брайлевском варианте. Вот они у нас лежат на стуле, можно на них посмотреть. Мы хорошо знаем, что люди с расстройствами зрения пользуются либо брайлевским шрифтом и брайлевскими книгами, либо аудиозаписями. Ну, вот у нас было сделано и один вид работы и второй вид работы. Вот можно посмотреть вот такие аудиосборники. Они лежат, можно потом посмотреть, послушать. В аудиоформате записаны эти сборники и изданы по Брайлю. Значит, 88 томов и 100 вот таких вот дисков. Диски, естественно, копируются. Их можно забирать на флешках и в другом виде. Пересылать по почте, по электронной, закладывать в облачные хранилища, выкладывать на YouTube и так далее. Эти сборники мы передали в специализированную библиотеку Кыргызского общества слепых и глухих. И желающие пользоваться ими могут брать, могут читать, сдавать назад, записывать себе на флешке, брать себе в хранение и так далее. Очень большие планы у нас и в дальнейшем. Мы собираемся продолжать работу по адаптации различных учебников, книг, сказок и так далее, потому что большая нехватка информации вот в этих сообществах. В сообществе ловс по зрению и в сообществе ловс по слуху. Но если по зрению достаточно просто адаптировать в виде брайлевской печати или в аудиоформате, то для наших граждан с нарушениями слуха приходится делать адаптацию всего текста, приходится его упрощать, либо создавать специализированные словари. И вот в этой области у нас еще большие планы по работе информационной доступности. Спасибо большое, Джамубай Душиналиевич. Хорошо, что сегодняшняя наша конференция проходит в преддверии 3 декабря, Международного дня инвалидов. И, на мой взгляд, это день не праздник, а день подведения итогов, сделанного за год для лиц с ограниченными возможностями. Вот как выше сказал Дастан Далабаевич, вот этот закон, который разработан и вступит в следующем году, в брайлевском варианте был передан нашей библиотеке, который мы уже отправили по регионам и первичным организациям, и люди имеют возможность знакомиться с этим материалом. Вот. Если подводить итоги сделанного за год, то в нашей республике ратифицирован Марракешский договор. Это договор, по которому для лиц с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить ему доступ к информации, любая печатная продукция может быть переведена в доступные для этих лиц форматы. То есть, может быть, книга отсканирована, оцифрована, и потом быть прочтена с помощью синтезаторов речи, или же быть переведена в аудио или в брайлевский формат. Вот этот Марракешский договор дал такой большой толчок активизации всех библиотек на территории нашей страны. Они его активно продвигали совместно с фондом Сорос. И в настоящее время по всей республике здесь проходили семинары, где изучали программы, дающие возможность оцифрованный текст переводить в аудиоформат,
применяя вот различные синтезаторы речи и программное обеспечение. Также одним из больших достижений этого года явился, значит, разработка кыргызского синтезатора речи Назгуль. Благодаря этому синтезатору, который встраивается в программу «Балаболка», это бесплатная программа, уже появилась возможность оцифрованный текст прочитывать на кыргызском языке. Так что теперь в нашей стране и газеты, журналы, и художественные произведения, учебники, для кого это надо, имеют возможность читать на кыргызском языке. Также для того, чтобы была возможность обеспечить доступ к информации, в нашей библиотеке в этом году приобретено очень дорогостоящее и очень эффективное такое оборудование для незрячих людей. Это 2 увеличителя, один стационарный, другой переносной, которые дают возможность увеличения до 16 раз. Это любую книгу, любой документ может человек с ослабленным зрением прочитать и при необходимости сохранить на флеш-карте и уже в этом увеличенным шрифтом читать, допустим, если это ему надо, на своем компьютере дома. Также приобретен камера-увеличитель, называется Pearl, который моментально, вот как фотография, сканирует и тут же может читать на различных языках. Русский, английский, там очень куча других языков. И в том числе мы туда встроили и кыргызский синтезатор, то есть он может прочитывать и кыргызские тексты. Также вот в нашей библиотеке для пользователей бесплатный интернет, все виды компьютерных услуг, книги шрифтом Брайля, часть здесь у нас при типографии вот, в равных возможностях там печатают, часть мы выписываем из Российской Федерации, и плюс в студии звукозаписи при нашей библиотеке озвучиваем книги на кыргызском языке. Вот с расширением возможностей интернета, значит, там в Российской Федерации есть интернет-библиотека, где любая страна может размещать книги на своем языке. Вот в этой библиотеке мы тоже зарегистрированы и свои аудиокниги выставляем у них на сайте, и любой наш кыргыз, где бы он ни проживал, имеет возможность читать книги на своем родном языке. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И следующее слово предоставляется Акбару Нуркуловичу Мендебаирову. Добрый день, участники данной конференции. Я хочу от себя сказать, что как преподаватель социального центра равной возможности, я сам о себе немножко расскажу. Лицо ограничено возможностью здоровья по зрению. У меня образование юридическое, закончил Кыргызско-Российский славянский университет. Вот. В данном центре, социальном центре равной возможности, работаю уже на протяжении 3 лет. Мы сталкиваемся, конечно, разными проблемами при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению.
В частности, я преподаю компьютерный курс, курс по сенсорным устройствам и хождение в белой трости. Еще раз хочу выразить, выразить благодарность Дастан Далабач, что инициировал закон, да, о том, что сайты должны быть доступны для всех, в том числе для лиц с нарушениями зрения. Потому что мы в своей, да, работе при получении информации с интернета сталкиваемся с такими проблемами, как доступности многих наших сайтов. Я надеюсь, что при принятии данного закона поможет, то есть будут доступны многие наши сайты, да, полноценно для нас. Кроме этих курсов, которые я выше перечислил, мы проводили курсы по правовой грамотности. В рамках данного курса получили свыше 140 лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это было в рамках программы развития Организации Объединенных Наций. Вот, также были выпущены, как выше уже Елена Анатольевна сказала, сборники, правовой сборник для ЛОВС. Кстати, вот правовой сборник, да, который был выпущен, очень помогает многим нашим гражданам. Они узнают впервые о своих правах, которые у них в законе, да. То есть просвещением у нас в стране практически никто не занимается. То есть на что имеет лица с ограниченными возможностями, да, какие права, да. Вот, анализируя вот нормативно-правовые акты, которые у нас, да, вот принимаются, наводит такую мысль, что незрячие должны получать помощи от мэрии, от государственных секторов, да, то есть различные бесплатные услуги. Закон в основном вот дает там, может получить там санаторно-курортное лечение бесплатно, либо зимой, да, вот уголь и так далее, бесплатные юридические помощи. Я думаю, что будут приняты такие законы, которые лиц с ограниченной возможностью поспособствует активному предпринимательской деятельности, да, то есть они будут сами самостоятельно зарабатывать на себя. И я думаю, если многие наши граждане, да, будут трудоустроены, отпадут многие эти бесплатные помощи. Что вот хотел сказать в рамках своей работы, да, в рамках своей работы, вот, сказал. Если есть вопросы, то готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Коллеги, у кого-нибудь есть вопросы? Наши спикеры достаточно полно все осветили, поэтому если у вас есть комментарии, что дополнить, то пожалуйста. Тогда наша пресс-конференция завершается. Желаем вам всего хорошего, удачного дня. Спасибо большое.